У меня есть особое откровение, направленное непосредственно на вашу жизнь. Я хочу, чтобы вы, кто сейчас здесь и следуете за мной, обратили пристальное внимание, потому что Бог не работает со случайностями. Тот факт, что вы нажали кнопку воспроизведения на этом видео, не является простым совпадением. И именно поэтому я хочу, чтобы вы сосредоточились на том, что я собираюсь сказать сейчас. Бог использует мои губы, чтобы говорить прямо к вашему сердцу. Сердце, не нашедшее покоя, не имевшее покоя. Бог заставил тебя включить это видео только для того, чтобы сказать тебе: молчи. Я твой Бог, будь спокоен. Бури, бушующей снаружи, вы позволили войти и поселиться внутри вас. Ваше беспокойство вышло из-под контроля, ваш дух беспокоен, а ваше эмоциональное состояние было ужасным. Вы не можете спать по ночам, просыпаетесь уставшими, весь день проводите в изнеможении. Но Бог говорит вам сегодня: будьте спокойны. Я успокою эту бурю. Я командую ветрами, ты не плывешь по течению. Продолжай доверять мне, в нужный момент я открою эту дверь, я создам путь, я изменю эту ситуацию. Достаточно одного прикосновения моей силы, чтобы все внезапно изменилось. Но это будет в мое время я посажу всех ваших врагов за стол, чтобы они могли стать свидетелями вашей победы. Не пытайтесь ускорить процесс, не пытайтесь понять мои пути. У меня есть способ работы, который ваш разум не в состоянии понять. Я Бог Псалма 23, и я дам тебе победу не тайно, но на виду у тех, кто провоцирует тебя, кто преследует тебя, кто плохо говорит о тебе за твоей спиной, пытаясь сломить тебя. Аллилуйя! Послушай, это Бог говорит тебе сегодня. Я верен, я слышу твои молитвы, я видел все, что происходит. Так что молчи, потому что я уже принимаю меры. Я уже делаю. Вы попадаете в такое нервное состояние, и все становится только хуже. Посмотри, как ты. Ты не можешь оставаться в таком состоянии. Не так ведут себя сын или дочь Бога. Разве ты не знаешь, что я делаю в твоей жизни? Ты мне не веришь. Сколько раз я освобождал тебя? Сколько раз я тебе помогал? И теперь ты здесь сомневаешься во мне. Я слышу твои молитвы, я с тобой. Не делайте этого, это игра врага, не поддавайтесь этому. Лодка может быть окружена водой, плывя по огромному океану, на многие мили воды во всех сторонах и направлениях. С этим нет проблем. Чего не может случиться, так это того, чтобы в лодку начала поступать вода, потому что если это произойдет, она вскоре затонет. И тот же принцип применим и к нашей жизни. У вас могут быть проблемы вокруг вас, но, как и в случае с лодкой, вы не можете позволить тому, что снаружи, проникнуть внутрь вас только потому, что вы окружены разочаровывающей, трудной и запутанной ситуацией. Вы не можете позволить буре проникнуть внутрь вас. Вы не можете позволить обстоятельствам вокруг вас контролировать ваше эмоциональное состояние, вашу веру.
Потому что в этом случае ваша жизнь всегда будет похожа на американские горки. Ах, когда я поправлюсь, у меня будет вера. Мне плохо, я не могу в это поверить. Со мной все в порядке, Бог действует в моей жизни. Я плохой, поэтому Бог забыл обо мне. Когда приходят невзгоды, когда вы сталкиваетесь с трудными временами, одно из лучших действий, которые вы можете сделать, это просто сохранять спокойствие, сохранять мир, оставаться в мире. Это позиция власти. Когда ты ведешь себя подобным образом, ты как бы говоришь своими действиями: «Боже, я доверяю Тебе. Я знаю, что Ты все контролируешь, я знаю, что это может быть трудно, но я также знаю, что Ты сражаешься за меня, за мои битвы». Когда вы остаетесь в мире, вы показываете Богу своими действиями и отношением, что доверяете Ему. Я столкнулся с депрессией. Многие люди обращаются за лечением, принимают лекарства, но если не приложить усилий, то не получится освободиться от пронизывающей вас печали. Он приходит, вы чувствуете тяжесть на голове, тяжесть, которая буквально оставляет вас в плохом настроении, в тоске. Вам придется очень постараться, чтобы этот вес не одолел вас. Скажите себе: «Нет, я не таким родился. Я не так буду жить». Не с этой необузданной тревогой, этим беспокойством. Поддержание вашего мира не только позволит Богу действовать быстрее в вашей жизни, но также заставит Его действовать в полной мере во всех сферах. Потому что тревожное сердце не может воспринимать Бога в действии. Вы это понимаете? Тревожное сердце не может понять или воспринять действия Бога. Вот почему Бог просит сегодня: молчи, успокойся, будь терпеливым. Он действует, Он делает. Теперь вы должны поверить в это, пожалуйста. Это сообщение для вас. Есть много людей, которые погружаются в море печали, мучений, боли и умирают слишком рано, потому что они огорчены, слишком сильно волнуются и даже представляют себе худшие возможные сценарии. И вера не может обитать в таком сердце, и Бог не может действовать в такой жизни. Ты не родился таким, эта ситуация тебя не победит. Вы слушаете меня сейчас, потому что Бог избрал вас для получения этого послания, чтобы вы могли освободиться от этой паники, этой агонии, этой тоски, этого беспокойства, этого волнения, этого отсутствия покоя. Я буду молиться за вас, я буду молиться за вас сегодня, и Бог вмешается в ситуацию, Он изменит сценарий. Я также буду молиться, чтобы вы смогли успокоить свою душу, свое сердце, свой дух. Потому что сегодня Бог заставил меня изменить всю динамику нашей молитвы, чтобы сказать вам именно это: молчи, успокойся. Этот ветер может дуть, но он не собьет тебя с ног. Эта буря скоро пройдет. Я уничтожу врага. Это Бог говорит: я сокрушу врага, всех, кто не поверил твоей истории. Каждому я дам ответ в свое время. Прежде чем мы начали нашу сегодняшнюю молитву, вот что Бог прошептал моему сердцу: «Сын, я собираюсь использовать тебя, чтобы поговорить с человеком, избранным, у которого есть обещание.
Но скажите этому человеку: молчи, потому что я все контролирую. Псалом 40 учит нас терпеливо ждать Господа, а это для вас. Успокойте свое сердце, ведь вы не смогли нормально поспать и не ели как следует. Будьте терпеливы, потому что Он действует, Он работает. Итак, оставайтесь сильными в вере, вы не утонете. Бог сказал мне прийти сюда, и чтобы вы играли и слышали, как Он говорит: доверься, доверься мне, будь спокоен. Я твой Бог, я верен в твоей жизни. И ветры, которые до сих пор дули против нас, теперь будут дуть в нашу пользу. Слушайте внимательно, враг не может остановить судьбу, которую Бог приготовил для вашей жизни. Не Он управляет ветрами, а Бог, и ничего не может произойти без Его разрешения. Бог не допустит, чтобы в вашей жизни появились трудности, если у Него нет для этого божественной цели. Итак, если вы сохраните мир, вы пройдете испытание, и Бог вознаградит вас за то, что вы остаетесь в вере и верите в Него. Бог велит мне напомнить вам о том, что написано в Исходе 33: «Я с тобой и успокою тебя». В нашей сегодняшней молитве вы почувствуете, как Бог дает вам этот покой, и осознаете, что Он с вами. Бог говорит вам: «Эй, все будет хорошо». Откройте свое сердце и примите это в свой дух сегодня. Мы не знаем, что нас ждет в будущем, но мы знаем, кому оно принадлежит. Бог держит вас на ладони и обещает, что вам не причинят никакого вреда. Жизненные бури приходят ко всем нам. Но сегодня задача такова: не позволяйте буре прийти и поселиться в вас. Будьте в мире, сохраняйте спокойствие, будьте неподвижны. Если вы будете вести себя так, вы не только будете жить здоровее, но и увидите, как Бог быстрее вступит в ваши битвы, изменит ситуацию вокруг вас и принесет вам победу. Будьте спокойны, ведь все будет правильно, все вернется на свое законное место. Аллилуйя! Итак, успокойте свое сердце. Я теперь хочу, чтобы вы написали здесь, пожалуйста, в комментариях свое имя, а также написали так: «Господь мой пастырь, и я ничего не хочу». Провозгласите с верой: «Господь мой пастырь, я не буду иметь нужды». Аллилуйя! Помните, что вы спасатель душ. На вас лежит благородная миссия спасать души. Итак, закончив сегодня эту молитву, поделитесь ею с 7 людьми. Скопируйте ссылку на это видео и донесите эту молитву до 7 человек. Вы свет в этом мире, и Бог рассчитывает на то, что вы поднимете падших. Итак, когда вы закончите нашу молитву, скопируйте ссылку и отправьте ее 7 своим контактам через WhatsApp. Бог воздаст двойную честь за каждую долю, за каждое послание. Если вы следите за нами сегодня впервые, знайте, что мы большая семья, которая никогда не перестает расти. Потому что там, где есть сила Божия, происходит вот что: люди объединяются, становятся сильнее, и в их жизни текут чудеса. Ничего не изменится, вы рождены для большего. Итак, если вы хотите стать свидетелем чудес, я хочу, чтобы вы оказали мне честь постоянно молиться за вас.
Если вы есть на YouTube, подпишитесь на наш канал. Таким образом, каждый раз, когда я буду молиться за вас, вы будете получать уведомления на свой мобильный телефон бесплатно. Ты будешь молиться со мной каждый день, ты укрепишь свою веру и станешь истинным братом благословений. Так что готовьте свое сердце. Господь, мой пастырь, я не буду нуждаться. Он укладывает меня на зеленых пажитях, Он ведет меня к спокойным водам. Он освежает мою душу, Он направляет меня на стези праведности ради имени Своего. Хотя я пройду долиною тени и смерти, я не убоюсь зла, ибо Ты со мной. Твой посох и Твой посох утешают меня. Ты готовишь предо мною стол в присутствии моих противников. Ты помажешь мою голову маслом, моя чаша переполняется. Воистину, доброта и милость будут сопровождать меня во все дни жизни моей. И буду обитать в доме Господнем во веки веков. Всемогущий Отец, Господь, сегодня мы входим в Твое славное присутствие, о Боже. Откровение, которое Ты доверил мне передать этому Твоему Сыну, этой Твоей дочери, успокаивает Твое сердце. Ибо я уже действую не в ваше время, а в мое. Моя молитва сегодня, Отец, состоит в том, чтобы Ты коснулся этого сердца, устранив, Боже мой, все волнения, все беспокойства, все отчаяния, все тревоги, все беспокойства и всякое отсутствие покоя. Каждая мысль, которая победила этого человека, вызвала приступы паники и бессонные ночи, теперь Отец успокаивается Твоим присутствием. Есть сердце, Отец, которые слышат меня прямо сейчас и волнуются. Они больше не могут жить полноценно, потому что не могут спать. Ночью они проводят день уставшими, сосредоточенными только на проблемах. Но сегодня, столкнувшись с этим откровением, Отец, я уверен, что в душу этого человека вернутся безмятежность, мир и покой. Уверенность возродится в вашем сердце. Все отчаяние и тоска, все, что не исходит от тебя, теперь падает на землю, отступает Отец. С сегодняшнего дня этот человек почувствует больше уверенности, больше спокойствия, восстановится эмоциональное равновесие. Он снова будет спать спокойно, а Боже, потому что Ты даруешь в эту самую минуту новое дыхание, обновление сил. Этот человек поднимется в вере и вернется на свой путь, потому что Ты, Господь, меняешь направление. Ветры, которые отныне будут дуть в вашу пользу. Я верю, постановляю и пророчествую, что все благословения Господа высвобождаются из духовного мира и уже направляются к этому человеку. Теперь они достигают этой жизни. Боже мой, я прошу каждого положить руку на сердце и почувствовать. Именно этому сердцу необходимо прекратить отчаяние. Повторяй за мной: Отец, удали из моего сердца всякое беспокойство, всю тоску, всю тревогу, весь страх и всякое беспокойство. Пусть с сегодняшнего дня у меня будет терпение, уверенность и умение дождаться Твоего часа в моей жизни. В 14 главе Евангелия от Матфея мы видим Петра и остальных учеников в бурю, когда Иисус идет к ним по воде. Визуализируйте эту сцену вместе со мной.
Ночь, лодку раскачивает сильная волна, ученики встревожены, и вдруг появляется фигура, идущая по воде. Неверие царит в окружающей среде, некоторые думают, что это призрак, но нет, это Иисус, мастер, совершающий невозможное. И тут история принимает неожиданный поворот. Петр, импульсивный и вопрошающий, просит пойти и встретиться с Иисусом на море. И Иисус говорит: «Приди». Я представляю, как сердце Питера колотится, его руки дрожат, но он делает шаг веры. Педро идет по воде, но, заметив сильный ветер, пугается и начинает тонуть. Затем он кричит: «Спаси меня, Господь Иисус!» Иисус тут же протягивает руку и спасает его. Он упрекает Петра не за попытку, а скорее за недостаток веры. Так что слушайте, ведь это сообщение для вас. Жизнь принесет свои бури и испытания, но Мастер призывает каждого из нас в сверхъестественное путешествие на такой уровень веры, который мы даже представить себе не могли. Он хочет, чтобы вы испытали невозможное сейчас. Вопрос не в том, столкнетесь ли вы с бурями, а в том, что вы будете делать, оказавшись в их центре. Останешься ли ты парализованным в лодке страха и сомнения, или ответишь на призыв Иисуса, который говорит: «Приди»? Почувствуйте это слово в своем духе сегодня. Бог посылает вам смелое приглашение. Он хочет, чтобы вы ходили по воде, выходили за рамки обычного и переживали необыкновенное. Теперь для этого вам нужно сделать первый шаг. Вы готовы к этому? Я чувствую, как Дух Божий мощно движется сюда, захватывая эту комнату, когда я передаю это откровение. Он обращается к моему сердцу и открывает вам конкретные шаги, которые вы должны предпринять на своем пути веры. И я верю, что вы тоже ощущаете присутствие Всевышнего там, где находитесь, потому что Он готов совершить невозможное в вашей жизни. Бог говорит вам, что, как и у Петра, ваше хождение веры будет полно взлетов и падений. Будут моменты, когда вы почувствуете, что тонете, как будто шторм слишком силен. Но Бог привел вас сюда, чтобы напомнить, что Он сильнее любой бури. Аллилуйя! Возможно, вы столкнулись с проблемами, которые заставили вас задуматься о том, чтобы сдаться. Возможно, вас обидели, предали люди, которых вы любили, бросили люди, которым вы доверяли, или, может быть, вы потеряли что-то или кого-то ценного. Но сегодня ваши уши слушают мой голос, потому что Бог собирается сделать что-то сверхъестественное в вашей жизни. Возьмите на себя ответственность, потому что грядет такой мощный поворот, что все штормы покажутся легким ветерком. Затем получите его и вступите во владение. Я уже хочу, чтобы вы написали в комментариях: «Верю, получаю, беру на себя ответственность». Вы, сопровождающие меня, с верой заявляйте: «Я верю, я получаю, я беру на себя ответственность». Наступает поворотный момент в вашей жизни. Бог собирается забрать вас с дна колодца и поместить на сушу. Из места страха и сомнений в место веры и силы. Я чувствую, что Бог подтверждает это. Прямо сейчас Он превращает ваши скорби в триумф,
ваши испытания в свидетельство, ваши препятствия в возможности. Вы будете ходить не только по воде, но и по волнам невзгод в вашей жизни, и люди будут приходить и прославлять всемогущего Бога благодаря вашему свидетельству. Духовные силы, которые пытались удержать вас, терпят поражение прямо сейчас во имя Иисуса. Пророчу в вашей жизни, что вместо позора вам будет оказана двойная честь. Вместо неудачи вы добьетесь успеха. Вместо болезни у вас будет здоровье. Вместо бедности у вас будет процветание. Бог сдвигает горы, чтобы освободить вам путь, и я чувствую это здесь, в своем духе. Итак, если вы тоже чувствуете это слово в своем сердце, и если вы верите, что Бог совершает поворотный момент в вашей жизни, я хочу, чтобы вы подняли одну руку и сказали вместе со мной: «Я принимаю это слово во имя Иисуса». Бог использует меня сейчас, чтобы сказать вам: даже если вы чувствуете себя утомленным, держите голову высоко, потому что Он приготовил для вас пир. Этот банкет будет не тайным, а перед теми, кто над тобой издевался. Пока я здесь молюсь, Бог превратит вашу пустыню в плодородную землю, и чудо, которого вы искали, поверьте мне, уже в пути. Слушай, когда я сейчас закрываю глаза, знаешь, что я вижу? Ангелы спускаются и поднимаются туда, где вы находитесь, работая в вашу пользу. Они спускаются вниз, чтобы получить необходимое вам благословение, и поднимаются, чтобы принести его Богу. Возможно, вы столкнулись с невзгодами. Возможно, люди манипулировали ситуацией против вас. Но не волнуйтесь, потому что поворот уже на подходе. Наш Бог знает, как провести тебя из тыла в тыл, в передовую. От того, чтобы тебя игнорировали, до того, чтобы тебя заметили. Я хочу, чтобы вы знали, вы, сопровождающие меня, в этот самый момент, что Бог говорит моему сердцу, что вы вступаете в этот новый сезон. Время переломного момента, потрясений. Бог собирается совершить то, что вы не смогли бы осуществить в одиночку. То, что мешало вам в прошлом, больше не будет мешать и ограничивать вас. Эта проблема на работе находится в одном шаге от поворота. Тот сын, который сбился с пути, скоро вернется. И депрессия, которая вас преследовала, приготовьтесь, ведь ее вот-вот разорвет на части. Это новый день, силы, которые вас сдерживали, сейчас демонтируются. Я верю и заявляю, что все, что вы потеряли, что ускользнуло из рук, будет восстановлено в вашем здоровье, в вашей жизни, даже в вашей сентиментальной жизни. Вы, кто столкнулся с унижением и несправедливостью, Бог может вознаградить вас. Людей, которые до сих пор были камнем преткновения в вашей жизни, Бог уберет с пути. Ты веришь? Итак, в качестве демонстрации вашей веры вы сейчас скопируете ссылку на эту молитву и отправите ее 7 людям в своем WhatsApp со следующей фразой: «Пришло время перемены во имя Иисуса». Вы отправите это письмо как шаг, жест веры. Готовы ли вы, слушающие меня прямо сейчас, принять этот божественный поворот в своей жизни? Кто здесь готов ходить по воде? Кто здесь готов идти по водам веры и войти в пору победы?
Итак, где вы находитесь, поднимите руку с верой, поднимите руку и скажите: «Слава Богу! Аллилуйя!» Приближается время моего поворота во имя Иисуса. Я хочу, чтобы вы пророчествовали, писали так: «Приближается время Божьего поворота в моей жизни». На вашем пути могут появиться завистники, враг может попытаться воздвигнуть преграды на вашем пути через завистников. И чтобы ничто не могло помешать открытию этих дверей в вашей жизни и вашему благословению, вот о чем я буду молиться. И молитва будет сильной, молитва будет мощной. Я хочу, чтобы ты тоже оставил здесь свой лайк. Вы сейчас следите за нами не случайно, просто Бог хочет, чтобы я постоянно молился за вас. И именно поэтому я хочу, чтобы вы подписались на наш канал, потому что таким образом вы будете получать нашу молитву прямо на свое устройство каждый раз, когда я молюсь за вас. Теперь откройте свое сердце, чтобы принять эту молитву. Помилуй, Боже, помилуй, ибо в Тебе находит прибежище душа моя. Я укрываюсь в тени Твоих крыльев, пока опасности не минуют. Я взываю к Богу Всевышнему, к Богу, который исполняет для меня свой замысел. С небес Он посылает меня ко спасению и обращает в бегство гонителей меня. А Боже, пошли мне свою любовь и свою верность. Я среди львов, жаждущих пожрать, их зубы — копья и стрелы, их язык — острый меч. Они приготовили ловушки для моих ног, выкопали яму на моем пути, но сами в нее упали. Сердце мое, Господи, твердо в Тебе. Я прошу Тебя пробудить мою душу, чтобы я мог постоянно славить Тебя, ибо Твоя любовь достаточно велика, чтобы достичь небес. Ваша верность уходит в облака. Возвысь, Господи, выше небес, выше всей земли. Будь славой Твоей, Бог Отец Всемогущий. Сегодня я прихожу сюда перед вами, чтобы ходатайствовать за этого человека, который слушает меня в этот самый момент. А Господь, я чувствую здесь присутствие Твоего Святого Духа, действующего с силой. И я хочу, Отец, сегодня заступиться за каждого мужчину, каждую женщину, каждого молодого человека, который все бросил, лишь бы принять Твое Слово. Боже, Ты знаешь, с какими трудностями сталкивался каждый. Ты знаешь, Боже мой, бессонные ночи, пролитые слезы, тревоги, муки и тревоги, которые обитают в сердце каждого. Но мы также знаем, что Ты – Бог невозможного, Бог божественных поворотов. Во имя Иисуса, Отец, я пророчествую открытие дверей в жизни каждого человека, который сейчас сопровождает меня. Двери возможностей, исцеления, процветания, новых начинаний. Пусть эти двери откроются в этот самый момент. Пусть ветер вашего духа подует и устранит каждое препятствие, каждый барьер, каждое ограничение, мешающее этому человеку расти, продвигаться, процветать. Боже, пусть Твоя сила превратит теперь печаль в радость, унижение в возвышение. Что там, где недостаток, отныне будет изобилие. Там, где дефицит, пусть будет изобилие. Боже мой, Господи, пусть долги превратятся в достаток.
Я заявляю, Боже мой, что сезон борьбы подходит к концу, и в жизни этого человека наступил сезон жатвы. Ты мой Бог, воскрешающий мертвых, заставляющий пустыню цвести, превращающий плач в танец. Итак, этот сдвиг происходит, Боже мой, в жизни этого человека, который меня слушает. В ее браке, в ее финансах, в ее здоровье, в ее мечтах, в ее проектах, в ее семье, в ее бизнесе, в ее профессиональной жизни. А Боже мой, пусть этот человек, который сейчас меня слушает, увидит, как всевозможные противоборствующие силы отступают, каждое действие врага падает на землю. Пожалуйста, перепишите приведенный ниже текст, исправив грамматику и разделив его на абзацы, изменив некоторые части, чтобы он изменился, но сохранив первоначальный смысл, или изменив порядок предложений, чтобы он имел смысл. Не удаляйте никакие отрывки и не уменьшайте количество символов. Уберите слово «музыка», чтобы оказать поддержку даже в те моменты, когда разочарование, вызванное ошибками, пытается подкрасться к вам. Я искренне стремлюсь защитить вас и понять ваши обстоятельства. Опровергните негатив и помните, что я специально посоветовал вам не сдаваться и не позволять эмоциям диктовать ваши мысли и действия. Стойте твердо в вере независимо от того, благоприятны ли времена или трудны. Мое присутствие остается постоянным в вашей жизни, даже когда вы чувствуете себя отстраненным или слабым. Доверьтесь моему духу и моим учениям, поскольку они обеспечат вам безопасность. Не бойтесь предстоящих испытаний, ведь я всегда рядом, чтобы помочь вам. Вы обладаете смелостью противостоять невзгодам, и даже в трудные времена вы выберетесь и преодолеете препятствия, стоящие перед вами. Отказ не будет твоей судьбой. Я буду сопровождать вас, куда бы вы ни отправились. Я здесь, чтобы выслушать, понять, простить и благословить вас за пределами вашего воображения. Моя любовь, превосходящая время, полностью окутывает тебя. Погрузитесь в него, переживая его как реку, утоляющую вашу душу. Быть посему. Ответьте мужским утверждением принять эти благословения, которые доступны вам сегодня. Бог хочет, чтобы вы подтвердили это свидетельство Его объятий. Приближается небесная смена, разворачивающая знамена благословений, ответов на молитвы, спокойствия и безмерных связей. Положительная энергия путешествует по Вселенной, принося с собой чудеса, которым суждено было произойти. Помните, что Божья алхимия превращает невозможное в чудесные возможности. Покажи свою веру в это космическое взаимодействие, набрав 777 сердцем, полным благодарности, чувак. Поблагодарите Бога, вечного защитника и наставника. Знайте, что ангелы, ваши молчаливые стражи, всегда наблюдающие за вами. Доверяйте пути, который вам предстоит, ведь успех – ваша судьба. Помните, что Божий план преодолевает любую неудачу. Если благодарность переполняет ваши руки, пусть она образует священный 111. Это послание для вас и от Архангела Метатрона. Мы хотим предупредить вас о чем-то важном. В вашей жизни есть кто-то, кто, кажется,
имеет по отношению к вам негативные намерения. Возможно, они даже пытаются причинить финансовый ущерб. Однако нет причин для беспокойства. Бог доверил нам, ангелам, задачу защитить вас и вашу семью от любых негативных действий, которые может совершить человек. Его связь с ангельским царством привела его к этому небесному посланию. Если вы верите в защитную силу божественного сознания, рассмотрите возможность подписки на наш канал. Помните, что любые атаки, направленные на вас и вашу семью, не увенчаются успехом. Божий план для вас всегда превзойдет любые планы вашего врага. Доверьтесь своему статусу ребенка Божьего и знайте, что Бог не допустит, чтобы вам причинили какой-либо вред. Если вам резонирует это сообщение, выразите свою поддержку, поставив лайк этому видео. Поздравляем вас и вашу семью с приближением значительного финансового чуда. Примите во имя Иисуса, чтобы получить это чудесное благословение, наберите 111 в комментариях. Сегодня вечером, когда вы спите, ожидайте, что Бог сотворит чудо, о котором вы горячо молились. Это изменит вашу жизнь и облегчит все заботы, которые вы несли. Божья любовь к вам безусловна и не основана на материальных благах. Аминь. Небесный Отец, когда мы готовимся дать отдых нашим утомленным умам и телам, мы предстаем перед Тобой с благодарными сердцами за мудрость и истину, явленные в Евангелии от Иоанна, через беседы и учения Твоего Сына Иисуса Христа. Это вдохновляет нас искать Его присутствие и руководство в нашей жизни. Мы благодарны за диалог между Никодимом и Иисусом, напоминание о том, что понимание небесных истин требует духовной проницательности. Мы признаем, что Иисус, свет мира, пришел, чтобы открыть нам небесные реальности. Мы молимся о мудрости и проницательности, чтобы понять глубину вашего учения и доверять своим путям. Во встрече с самаритянкой у колодца мы видим, как сострадание Иисуса выходит за рамки социальных норм. Давайте научимся на Его примере разрушать барьеры и достигать тех, кто отличается от нас, точно так же, как Он предлагал живую воду вечной жизни. 1 Иоанна 4, чтобы образовать минуту, равно 6. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, поэтому говорят как мир, и мир их слушает. Мы от Бога. Кто знает Бога, слушает нас, кто не от Бога, тот нас не слушает. Таким образом, мы признаем дух истины и дух заблуждения. Псалом 138 на минуту 8. Благодарю Тебя, Господи, от всего сердца, перед богами я пою Тебе хвалу. Я простираюсь ниц перед Твоим святым храмом и благодарю Твое имя за Твою любовь и Твою верность, ибо Ты превознесся превыше всего своего имени и своего слова. В тот день, когда я плакал, Ты ответил мне, Ты дал мне силы и смелость. Все цари земные возблагодарят Тебя, Господи, когда услышат слова из Твоих уст. Они воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Господь хотя и возвышен, но на смиренных смотрит, а от гордых держится в стороне. Когда я иду среди невзгод,
Ты сохраняешь мою жизнь, Ты протягиваешь руку Твою против гнева врагов моих, и десница Твоя спасает меня. Господь исполнит для меня свое намерение. Любовь Твоя, Господи, останется навсегда, не оставляйте дел рук своих. Сегодня ангелы передают послание, доверяйте своим инстинктам и интуиции. Если что-то не имеет смысла, на это есть причина. Ваша душа ведет вас. Подходите к жизни с чистым сердцем, ища духовной и ангельской эйфории. Избегайте спешки, ведите свои действия спокойно и спокойно. Сохраняйте свой внутренний покой даже посреди хаоса. Вы освобождаетесь от прошлого, поэтому рискните и выйдите из зоны комфорта. Прокрастинация больше не вариант. Пусть ваши действия отражают вашу веру, поскольку ваши действия формируют вашу судьбу. Поставьте лайк этому видео, чтобы подтвердить свою веру. У Бога есть совершенный план для вашей жизни. Будут трудные дни, но доверяйте своему пути и времени. Ваше благословение уже не за горами. Пока вы ждете, помните, что ваши молитвы имеют значительное влияние. Ваша вера способна изменить вашу жизнь, и вы будете открыто благословлены в присутствии ваших врагов. Введите 1010, если верите этому сообщению. Бог сказал: «Мои возлюбленные сын и дочь, я хочу, чтобы вы знали, как глубоко я люблю вас, и моя привязанность к вам не знает границ. Пожалуйста, никогда не сомневайтесь в моей любви, даже когда я молчу, потому что у моего спокойствия есть цель. Поймите, что некоторые вещи требуют времени, и я прошу вашего терпения. Обещаю, все превзойдет ваше самое смелое воображение. Все твои заботы, все бремена, которые тяготят твое сердце, в моих руках. Я уже работаю над их решением, принося вам спокойствие и умиротворение. Когда тебе захочется плакать, помни, что я здесь. Я никогда не брошу тебя и не уйду. Я всегда рядом с тобой. Потратьте это время, чтобы поучиться на моем слове, обрести мудрость, которая сослужит вам добрую службу в будущем. Мудро выбирайте друзей, тех, кто ценит вас за то, кто вы есть, а не за то, что у вас есть. Я никогда не позволю тебе страдать больше, чем ты можешь вынести. Обратите внимание на мои знаки, ибо они повсюду вокруг вас. Вам необходимо быть на связи со мной, чтобы понять путь, по которому я вас веду. Встаньте сейчас и примите этот день с радостью. Примите благословения, которые я предлагаю ежедневно из глубины моего божественного сердца. Моя любовь – вечный источник, источник живой воды. Пейте из него, и вы никогда больше не будете испытывать жажду. Никогда не чувствуйте себя одиноким. Я забочусь о вашем здоровье, вашей работе, вашей семье и обо всем, что для вас важно. Я предугадываю ваши потребности еще до того, как вы их выразите, потому что знаю желания вашего сердца. Отбросьте свои заботы и ищите меня с хвалой и благодарностью. Когда ты осознаешь глубину моей любви, скажи мне, любишь ли ты меня в ответ. Кричи мое имя от радости.
Ваши молитвы и ваша вера очаровывают меня. Ваше ежедневное предложение искренности и уважения очень радует меня. Возможно, ты много раз терпел неудачу, но ты всегда возвращаешься ко мне в поисках нового шанса. Я хочу, чтобы ты услышал это из моих уст. У тебя доброе сердце, у тебя искренняя вера, даже когда она кажется маленькой. Я буду предоставлять вам новые возможности каждый день, если вы будете приближаться ко мне с верой и уверенностью в моих благословениях. Доверьтесь моим обещаниям, ибо они непоколебимы, а слово мое вечно. Я работаю в вашей жизни, и ваша вера и преданность делу поддерживают вас. Мне нужна твоя вера, чтобы творить в тебе больше чудес. Примите благословения, которые я посылаю вам, потому что вы их заслуживаете. Не возвращайтесь к своим старым путям неверия. Вместо этого поверьте и получите прекрасные дары, которые я хочу вам преподнести. Вы усвоили ценные уроки и стали сильнее благодаря своей вере, даже если она кажется маленькой, как горчичное зерно. Для меня это огромно и прекрасно. Посмотрите вокруг и увидите, как все меняется. Ваши молитвы получают ответ, и ваше сердце становится сильнее. Вас ждут еще большие чудеса, и я веду вас туда. Возьми меня за руку и никогда не отпускай. Мы вместе отправляемся в этот путь и скоро достигнем пункта назначения. Аминь. Притча 31, 10-31. Образцовая жена рад тому, кто найдет. Он гораздо ценнее рубинов. Сердце ее мужа доверяет ей, и он ни в чем не будет нуждаться. Она каждый день своей жизни делает ему только добро, а не зло. Она ищет шерсть и лен и с удовольствием работает руками. Она подобна торговым кораблям, привозящим свои товары издалека. Она встает, пока еще темно, и готовит еду для всех в доме, и дает задания своим слугам. Она оценивает поле и покупает его, на заработанные деньги он сажает виноградник. Она облачена в силу и достоинство, улыбается будущему. Говорит мудро и учит с любовью. Займись делами домашними и не ешь хлеба лени. Ее дети встают и хвалят ее, муж тоже хвалит ее, говоря: многие женщины образцовые, но ты превосходишь их всех. Красота обманчива, а красота мимолетна, а женщина, боящаяся Господа, будет прославлена. Пусть она получит заслуженную награду, и пусть ее дела будут прославлены у городских ворот. Помните, ни одна молитва не остается без ответа. Ни один крик не останется незамеченным, и ни одна история не останется незамеченной заботливым Богом. Никто не может закрыть двери, которые Бог открыл для вас. Обратите внимание на знаки, которые вы просите Бога открыть. Когда вы идете по жизни с Богом, не имеет значения, кто противостоит вам. Его расчет времени безупречен, и Он может воплотить в жизнь любую ситуацию. Если согласны, напишите «Аминь». Бог дает силу, когда ты чувствуешь себя слабым, радость, когда ты унываешь, и путь, когда все кажется невозможным. Он – свет мира,
ведущий вас из тьмы в пору изобилия и любви. Ясный знак указывает на то, что на этой неделе произойдет чудо. Будьте готовы проявить то, чего вы с нетерпением ждали. Введите 1111, чтобы потребовать это. Бог объявил 2024 год годом вашего выздоровления. Это восстановит ваше здоровье, отношения и финансы. Да будем мы сосудами Твоей животворящей любви, приглашающими других утолить в Тебе свою духовную жажду. Чудесное исцеление парализованного человека учит нас тому, что Иисус является окончательным источником исцеления и восстановления. Даруй нам веру поверить в Твою силу изменить нашу жизнь и ситуации, как полностью исцелился парализованный человек. Давайте и мы испытаем свободу и обновление, которые приходят от встречи с Иисусом. Когда Иисус говорит о своих отношениях с тобой, Отец, нам напоминается о Его совершенной гармонии с Твоей волей. Давайте стремиться подражать вашему смирению и послушанию, наслаждаясь исполнением вашей воли превыше всего. Давайте помнить, что Иисус, хлеб жизни, поддерживает нас вечной пищей. Давайте придем к Нему с открытыми сердцами, готовыми приобщиться к богатству Твоей истины. Господь, мы признаем, что спасение приходит через веру в Иисуса Христа. Помоги нам принять Тебя как Сына Божьего, предлагающего вечную жизнь всем верующим. Пусть мы не только получим этот дар для себя, но и поделимся им с миром, нуждающимся в Вашей спасительной благодати. Читая эти главы Иоанна, мы вспоминаем о божественной власти Иисуса, Его сострадании и Его учениях, которые ведут нас к вечной жизни. Пусть эти слова найдут отклик в наших сердцах, когда мы отдыхаем сегодня вечером, зная, что Ты – источник всей мудрости и мира. Пусть наш сон будет мирным и восстанавливающим, полным снов, вдохновленных Твоей любовью. Давайте проснемся с новыми силами и глубоким желанием ходить в свете Христа. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое есть светильник ногам нашим и свет стезе нашей. Мы молимся во имя драгоценного Иисуса. Аминь. Будьте готовы к излиянию чудесных благословений, которые вызовут улыбку на вашем лице и улучшат ваше финансовое положение. Будьте готовы, ведь нас ждут невероятные вещи. Сегодня я хочу, чтобы вы знали, я здесь, чтобы превратить вашу боль в счастье. Те двери, которые казались запертыми, я открою их полностью и создам уникальные возможности специально для вас. Поверьте мне, невероятные вещи, которые ждут вас и вашу семью, превосходят ваши самые смелые воображения. Приветствую тебя, мой дорогой друг. Я, Иисус Христос, зашел поделиться интересными новостями. Приготовьтесь к неделе, полной сюрпризов и волшебства. Даже когда жизнь кажется трудной и вы переживаете трудные времена, есть положительная сторона, которая проявится. Я буду с вами на каждом этапе пути, обеспечивая поддержку и руководство независимо от обстоятельств. Не позволяйте жизненным трудностям сбить вас с толку, потому что я специализируюсь на том, чтобы сделать невозможное возможным, независимо от ситуации. Продолжайте верить в мою необыкновенную силу
и сохраняйте надежду на светлые дни впереди. Будьте готовы к потоку радости, успеха и всех замечательных вещей, которые ждут вас на пути. Если вы с нетерпением ждете всего этого добра, скажите «Аминь». Эта неделя похожа на грандиозный парад удивительных чудес, праздник благословений, которые превосходят ваши самые смелые мечты. Даже когда жизнь кажется темной и безнадежной, моя милость подобна постоянному маяку, освещающему ваш путь. Танцуете ли вы от радости или переживаете трудные времена? Я буду рядом с вами, протяну руку помощи и подскажу. Помните следующее: Божьи благословения не ограничиваются обстоятельствами, которые вас окружают. Он обладает силой полностью преобразовывать вещи, заставляя чудеса жить в вашем мире. Примите эту невероятную силу и сохраните надежду на еще более светлое будущее. Откройте свое сердце, чтобы получить благословения, которые я посылаю вам, и будьте готовы к жизни, полной счастья, триумфа и удовлетворения. Если вы действительно верите в это в своем сердце, поблагодарите искренне «Аминь». Остановитесь на мгновение и сделайте глубокий вдох, позволяя моему присутствию окутать вас. Представьте, что мой свет освещает ваш путь, а моя милость окутывает вас защитными объятиями. Что бы ни случилось впереди, помни, что я буду рядом с тобой на каждом этапе пути, будь то время испытаний или сезон побед. Когда вы почувствуете себя потерянным или обескураженным, помните, что я здесь. Я никогда не откажусь от тебя, и вместе у нас есть сила превратить твою историю в историю триумфа, движимого несокрушимой силой моей любви к тебе. Говорите уверенно, заявляя о своей вере. Господь, я заявляю, что этот человек с этого момента увидит, как происходит твоя работа, увидит, как открываются двери, и он вступит во время поворотного момента, поворота, ответов на молитвы, ответов, роста, продвижения, необычного. Благословений, сверхъестественных свидетельств. Во имя Иисуса поднимите руку и с верой скажите: «Я верю, я получаю, я владею».